З Алесем мы былі знаёмы яшчэ з 2001 году, калі былі актывісты і маладзёў арганізацыі «Зубр». Наступным разам нам давялося нечакана сустрэцца ажно праз 13 гадоў ва ўкраіне, у зоне баявых дзеянняў, калі я здымаў адзін са сваіх рэпартажаў. Не цэлы год пасля ён трагічна загінуў. І мне трапіўся ягоны тэлефон са слядамі крыві. На ім я выпадкова адкрыў відэа ягонага апошняга бою. Тады я зразумеў, што мушу распавесці ягоную гісторыю. Зараз допомагають відстоювати незалежність Україні не лише громадяни українці і українці за національністю, а й представники інших народів. Зокрема, й наші найближчі сусіди білоруси відгукнулися на нашу біду і допомагають зараз нам у цю скрутну хвилину. В музеї зберігаються реліквії, які пов'язані безпосередньо з Олесем Черкашиним. Тарас володів цією гітарою, але так сталося, що володів він нею одним із останніх. До цього господарями цієї гітари були ще двоє бійців, але так сталося, що й вони загинули. В подальшому бойові побратими Олеся вирішили вже не ризикувати, нікому цю гітару не передавали, передали її до музею, де й вона зайняла своє почесне місце серед реліквій. В принципе, собственно говоря, кабина, в которой была запись. Кстати, когда Саша писался, то он поворачивался сюда, ему важно было видеть оператора, то есть видеть, ну, вот этот контакт должен был происходить. Подожди, что-то я сбился, подожди. Ну, Александр это вообще такой музыкальный человек. Но песни, вот именно то, что как он к песням относился, ну это душа его, это душа, это не просто песни, это не просто, как некоторые там, ну, на публику работают. То есть в первую очередь это для него то, что он переживал, то, что он чувствовал. Когда мы даже писали, он переживал, выходил, то есть он там работал в кабине, вот, потом выходил сюда и как бы, ну, было интересно послушать, как это звучит в эмоциональной подаче, потому что как люди будут воспринимать, то есть как это все будет передастся ли характер этой песни. Коли уже солнца не пам'ятаєш, а раде серце успомін. Это один из корпусов. Здесь у нас и классы, и комнаты, в которых живут студенты. Саша всегда любил комнату с видом на Днепр, с той стороны Днепр, и с интернетом, потому что ему надо было быть в курсе всех событий политических, которые происходят, плюс связь с друзьями, с роднёй. Когда приезжал, сразу прибегал сюда обниматься. Я приехал, я здесь. Ну, мы его всегда встречали на ЖД вокзале, а потом, ну, привозили сюда, но потом на следующий день утром обязательно прибегал обняться. Я здесь, я приехал. Здесь мое рабочее место, то есть я здесь сидела, он приходил, сюда становился, на подоконник садился, мы смотрели по компьютеру, по бумагам, что он должен. Вот портреты всегда у меня здесь стоит, начиная с 2007 года, как сфотографировались. Вот последняя тетрадка его, «Любви туда, Украина».
брак и семья преподавателя Михаила Вицина. Ну, Саша записывал лекции, но еще и отмечал то, что ему казалось вот очень важно, нота бене, делал какие-то свои заметки, на что ему особо хотелось обратить внимание. Вам нравится кушать мороженое на парах? Да. У нас единственный человек, который занят учебным процессом или процессом обучения, это Саша. Все остальные кушают не учатся. Мороженое. Вот так он же рисует по теме. Что ты сказала? Скажи еще раз. Несколько лет он на заочном учился на бакалавра христианского руководства. В этом году, вот осенью, он уже должен был получать этот диплом. Он очень мечтал получить этот диплом и мечтал быть в мантии, в шляпке в этой бакалаврской. Он должен был получить набор книг по богословию вместе с дипломом. И он меня все время спрашивал, а какие там книги, а сколько там книг. Я говорю, Саша, ты с дипломом получишь еще книги и диски. Как подарок. Да, как подарок. И он, там уже мне приготовили, там оно уже есть. И вот я говорю, да, есть. И вот один из комплектов, это его комплект, он его ждет. Как-то с ним заговорили о том, какая у него была прошлая жизнь до Бога. И вот здесь мы остановились, потому что я жила в этом корпусе, и он очень эмоционально рассказывал, какая у него жизнь была в Беларуси. Что он там делал, какие препятствия и вообще как его Бог хранил и оберегал. Конечно, у него очень горели глаза. Ён яшчэ ў такім падлеткавым узросце прыйшоў тады яшчэ ў арганізацыю край, стаў цікавіцца. У яго было такое абвостранае адчуванне справядлівасці. Край это была такая нацыянальна-патрыятычная арганізацыя, мілітарызаваная фактычная арганізацыя, такая ваенна-патрыятычная. І Алесь ён быў адным з краёўцаў. Кончик. Ты сказал мне добру и бывай, и пошел боронить наш край. Не перапыняючы сваё сяброўства ў краі, ён супрацоўнічаў з зубрам. Ну вось тут калісьці ў 2001 годзе быў офіс зубра. Алесь быў ахоўнікам на гэтым офісе. Это быў такі цэнтр, хаб такі, дзе збіраліся там зуброўцы, распаўсюджвалася літаратура. Ну, Алесь там ахоўваў гэтую справу, удзельнічаў у некаторых рэчах з дзеянняў зубра. В память о расстрелянных людях митингующие ставят кресты. Власти сносят кресты бульдозерами и арестовывают оппозиционеров, заявляя, что те действуют незаконно. Элита белорусского спецназа не может справиться с представителями молодежного крыла организации «Белорусский народный фронт» и оппозиционного движения «Зубр» вот уже вторые сутки. Участники акции протеста позиции не сдают, и вот предсказуемый финал. Со вчерашней ситуации нынешнего разнит то, что милиция не пользуется слезоточивым газом. Теперь только резиновые дубинки. По сваім такім паходжанні, то это звычайна такая берасцейская шпана. Это дваравы такі хлопец, які там марыў пра нейкія схемы таго, як быстра зарабіць грошаў і там, ну, вось такую там Дольче Віта весці. Неяк там ён так узгадваў, што там былі нейкія там і крымінальная адказнасць у яго была, там прыцягвалі яго, там неяк так з не лепшымі кампаніямі звязаўся і нешта там нейкія праблемы з дзяржавай, з законам у яго былі. Я не памятаю, дарэчы, што гэта там было, ці гэта быў крадзеж нейкі, які яны здзейснілі, колькі гадоў ён там адсядзеў у турме. І вось гэтая гісторыя ўжо
краёўска-зуброўская, у большай ступені нават краёўская, гэта такая, гісторыя фактычна вяртання чалавека ў нармальнае грамадства. Далі нейкую там перспектыву, візіі таго, што такое Беларусь увогуле, хто ён такі ў гэтай Беларусі, чаму ён не павінен займацца злачынствамі, як бы, а павінен там рабіць штосьці для сваёй краіны. Вось гэта было ўцягванне ў яго нармальную сацыялізацыю. Пасля гэтага, наколькі я ведаю, ён пайшоў у царкву. Гэта была пратэстанцкая царква ў Берасці, ён вярнуўся ў Берасці пасля гэтых бурных палітычных падзеяў таго часу, працаваў вадзіцелем тралейбусаў і быў сябрам царквы. Ну і праз некаторы час я ведаю, што ён быў актывістам беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Вучыўся ў Херсоне на пастара. З упэўненасцю можна сказаць, што прыход Алеся ў царкву – это важны момант у ягоным жыцці, і менавіта гэта змяніла ягонае жыццё. Калі б не прыйшоў у царкву, складана, як склаўся бы яго лёс. И вот на протяжении этого года, то есть не то, что Бог взял из меня как нового человека, да, это было все на протяжении года, может 9 месяцев, то есть как бы вот такое же конкретное перемены шли. Такие, то что вот мои старые друзья, знакомая мать, например, тоже. То есть сразу моментально увидели, как я изменился. Вот в последнее время реже и реже говорит, мы тебя вообще не узнаем. Начал вылетать из той среды. Было прикольно. Ты снимаешь? Скрытая камера, уберите камеру. Не для камеры. Не для прессы. Прыход ягоны да Бога змяніў і вывел его на светлый шлях. Дорогой Господь, славим Тебя, Боже, за Твою любовь, мой Бог, за то, что Ты неизменный, Господи, за то, что Ты всемогущий и любящий папочка, мой Бог. Благодарю Тебя за то, что Ты любишь каждого из нас, мой Бог, за то, что Ты нашел нас, Господи, и выдернул с этой тьмы, Господи, с этой бездны, мой Бог. Спасибо Тебе за то, что Ты проявляешь свою любовь каждый день к нам, мой Бог. Саша любил Бога, вот, и Господь любил его. Для него Господь был песней, светом, спасением. Кого же бояться? Кого, если Бог за тебя, если ты с Богом? Эту песню мы когда-то с Сашей вместе пели. Он научил меня по-белорусски, но правда у меня плохо получается, я заранее извиняюсь. Твоя любовь знішчае страх, і ведаю дакладная твоя рука заўсёды дапаможа мне. Самотны Божа мне дапаможа, не даст мне пахнуцца, не даст упасть. Не даст ошароваться, не даст заплакать, мой милый тато. Всемогутный Божа мне допоможа, не даст мне похиснуться, не даст упасть, не даст ошароваться, не даст заплакать, мой милый тато. Вот костровая, там вот они тоже сидели, мы делали костер, гитара, общение со студентами, и вечерние, и дневные. Все, это он поставил. Никто не любил так свою страну, как Саша Беларусь. Мы его так и называли, Сашка Беларусь. Во-первых, он приехал с флагом бело-красно-белым и сказал, что вот именно этот флаг, флаг Беларуси. Да. Он нам его показывал все время. Он организовывал молитвенные собрания. Флаг Беларуси, крест мы выкладывали из свечек. Молитва за Беларусь. Мы молимся о церквях Беларуси, мы молимся о народе Беларуси, мы молимся о политической ситуации в Беларуси. Человек, который приехал, просто зажег вот Белоруссию, вот все, и всем белорусским. Хотел повіншаваць вас на беларускай мове і пожадаць вам выучыць беларускую мову і падзякаваць вас за тое, што вы моліцеся за мою краіну, за Беларусь. Я ўдзячны вам за гэта, я ўдзячны вам за тое, што вы падключаеце да гэта сваіх сяброў і калі ласка, вывучайце беларускую мову, прыязджайце да нас.
Про Беларусь мы начали познавать с первых моментов знакомства. Мы информированы были обо всех подробностях борьбы. Да. Он себя не отделял от Беларуси, то есть он как бы нес Беларусь в себе. Это регулярно слышали. То есть это была постоянная тема для разговора, для молитвы. Вот, и мы начали в его лице любить Беларусь. Пока я буду жить на В своей глубокой тоске по Беловежской пуще он затянул нашу белорусскую. У него вся жизнь в Беларуси, она строилась на свободе и на борьбе за свободу. И он всегда, рассказывает, что он сражается. Я его назвала, говорю, ты рыцарь свободы. Ему очень нравилось, я его называла рыцарь свободы. Хотел, чтобы было вот так, как оно должно быть. Свободная страна со своей историей, своей культурой, со свободой слова, со свободой вероисповедания, свободная Беларусь. И поэтому он боролся не просто против общего режима, то есть он не бунтарь, он борец. Вот действительно борец в полном смысле этого слова. Воин, он себя так и называл. Змагар. І мені дуже написав, що я ангел, і я спустилася з неба. Я ще так на це відреагувала, що який я ангел. Я ж не ангел, ангели це ж повністю святі люди. Він такий, добре, ти не спустилася, тебе Всевишній звів за руку. Все одно він настояв на тому, що я ангел. З ним було дуже весело, і коли з ним, це відчувалося, захист відчувався, спокій. Він завжди був життєрадісним, він жартував, підтримував завжди у всьому мене. Мені було дуже добре з ним. Я відчувала себе захищеною. Как-то раз просто мы общались, но было видно, что он что-то хочет сказать. Вздохнул, говорит, я вам скажу один секрет. Я сразу подумала, наконец-то будет скоро свадьба. Говорит, я воюю в АТО. Он очень любил море, и мы старались побывать. Но когда начали происходить события в Украине, то есть он настолько этим перенимался, что, казалось, его любимое море стало, и эти события стали конкурировать. То есть он, кажется, с большей охотой, скажем, мы собирали коллектив музыкантов, хороших профессиональных музыкантов, чтобы ездить на блокпосты, общаться с солдатами, проводить концерты. И 2000 лет война, война без особых причин, война дело молодых, лихтарство против морщин. Он никогда не был равнодушен к какой-то несправедливости. Он понимал, что несправедливо сейчас Украину забирают у нее ее территорию абсолютно безнаказанно это делают. Поэтому то, что он там был, это действительно это его выбор, это его осознанный выбор, это не максимализм, как некоторые говорят, это осознанное мужское решение, потому что он по жизни был таким, это его характер, это его судьба, может быть, знаете, это его такой путь. Свою страну, родню, близких людей, что он всячески пытался, чтобы только война не коснулась Беларуси, чтобы его родная Беларусь ни в коем случае не попала в зону войны. Ён гэта верыў, ён думаў так, што мы ў шэрых мундырах супраць навалу з усходу ў стане мурам каменным. Гэта было ў яго ўнутры. Перед навалу з усходу
станем муром камень. Будем стоять непорушно, будем стоять непохисно, с нами вера и правда, с нами Божья Мать. Атмосфери війни, він не передавав мені ті всі емоції. Він спокійно говорив, у мене все нормально, все добре. То він не хотів, щоб я переживала. Он рассказывал тогда, что он там помогал по медицинской части, то есть он рассказывал, что он кому-то там раны заматывал. Ну вот мы вдвоем, да, мы берем, нормально. Вот уже в принципе носилки, по крайней мере мы можем его тащить. Тогда вот я понял, что он действительно, это не он где-то там в тылу находится, еще где-то он на самом таком рубеже на огневом. Я задавал Саше, почему, вот что тебя побуждает, как вот ты связываешь христианство вот именно с этими моментами, с моментами войны. У него это было как откровение, это то, как ему Бог показывал. Он видел в том, что, то есть, когда он идет на войну, когда он помогает, когда он там, это явно то, что он делает Божье дело. Питание такое особистое, это поміж тобой и Богом, тому никто не может тебе сказать, брать или не брать. Не, понятно, есть заповедь, конечно, не убей, да, и так далее. Тому кожен для себя сам вирішає, стоя на коленях перед Богом. Коли мені прийшов ворог, да, оккупант на мою землю, то я обороняю свою семью. Звитостяг був на позиції, на якій разом з українцями з першої роти, першого взводу тримали оборону білоруси, тактичні групи Білорусь. Цей прапор якраз усталював Тарас на позиціях Каля Жабічева, на суперпозиції в сепаратистів і огневих кропок. Ось. Це гітара, на якої у Пєцках грав Тарас, ось, з якою він перезимував і провів певний час весни у Пєцках. На її він поспів створити своїх два твори, один з яких був пророцький, де в кінці були такі слова, як «За земельку недаремно своє життя я віддаю». Слово матери вспомнить хочешь, яны дадут тебе тепло. Ты заплющишь свои очи и убачишь их светло. Саме більше, що вражало Тарасові, це його очі і постійна усмішка. Він все сприймав з гумором. Мені запам'ятався випадок, коли був жорсткий обстріл, і ми були на другому поверсі в коридорі всі. Туди так нормально гупало, так що аж підкидало, нашу трьохетажку. Ми сиділи в коридорі, і він співав пісню. Цю пісню першу тільки він як почав її сочиняти, пісню про Пєцки. Я ще пам'ятаю, він дуже скривався і не хотів своє лице показати, я ще знімав. Він каже, що взяв балаклаву, ще був. Она сырая, недописанная, но... Давай, какая есть.
5-й месяц в песках, без приказа вперед. Мы с ним словно псы на цепи. Самое главное, Вов. Ох, ёп! Вознос! Живой, И обычные будни, непростые бои, ненужные жертвы этой странной войны. Война, идет война, никому не нужная и странная война. ще була така фішка, як Білоруська Народна Республіка. Там віддільних 2 кімнати було. І при вхожденні, посміятися, там, крикнути Аллах Акбар, а Тарас мене завжди за це каже, не можна так, ти віруюча людина. Коли я заходив, кожного дня він якусь молитву перед дверима вішав, при заході там мусив прочитати цю молитву, постукати двері і крикнути «Живе Білорусь», і все, тоді вже нормально було. Коли раптом чуєш комунальні баги, і життя тебе возьме в петлю, зрозумієш тоді, що ти шарапахи по-ранішому тягнуть землю. Гей, ла-ла-ла-лай, ти не чекай, сюрпризів не буде. Гей, ла-ла-ла-лай. З Тарасом, бачиш, дуже мало знайомі, а як будто цілу життя. Наскільки відкрита душа. І навіть от перед боєм він построїв своїх бойців, своїх і наші стали там, помолились, пожали руку. Я їх буквально за декілька хвилин перед виходом бачив. 45 минут вже по рації. Перші загиблі. І там Тарас. Коли Саша попав в лікарню, останній день, коли я прийшла до нього, мене пускали ненадовго в реанімацію на 5-7 хвилин. І я не знала, що це буде останній день. Він не міг зі мною говорити, тому що йому було важко. Але я хочу сказати, що наскільки ця людина сильна, це справжній мужчина, йому все боліло, я це розумію. Він ще намагався робити мені компліменти, не говорячи. Це були жести, це був погляд, дотики. І він ще цим самим намагався підтримати мене. Наш побратим Тарас є тим самим Христовим лицарем, який набув найвищого стану лицаря неба. Бо блаженному спині вічний покій паде Господи, но представленому воїну Олександру і сотвори йому вічною пам'ять, вічная пам'ять. Вечная память, вечная память. Зі святими упокой. Батальон! Стояти струнко!
Я б хацеў, каб беларусы ставіліся да гэтага як да гераічнага ўчынку і даліся як да героя, таму што гэта ахвяраванне сваім жыццём дзеля бацькаўшчыны, дзеля краіны, дзеля Беларусі, не гледзячы на тое, што гэта адбылося нібыта ва ўкраіне, ва ўкраінскай вайне. Он хорошо понимал, что такое жертвовать. Я думаю, что он сделал бы это еще раз, если бы мог. Я знаю, що його немає тут зараз з нами поряд, він в наших серцях. Я знаю, що він з Богом в вічності, і ми з ним зустрінемося по-любому там. Маці дагэтуль чакае яго, заязджалі да яе недавно, ляжаць гэтыя медалі, узнагароды, але маці кажа, што чакаю яго, не верыцца, што яго няма. Уже после того, как мы похоронили мальчиков, мы пришли к такому решению, что нам надо обязательно установить им какой-то памятный знак у нас в Украине. Потому что у них на родине, в Беларуси, еще, наверное, не скоро им будут оказаны какие-то почести. Я рада, что теперь будет такое место в Киеве, куда смогут прийти как белорусы, так и украинцы, почтить память людей, которые сложили голову за нас с вами.